Работа 10-й сессии 6-го созыва Джоуркенеша началась еще 1 сентября. В этот день парламентарии ограничились тем, что послушали гимны. Большинство нардепов разошлись. 3 сентября на повестке дня заседания парламента первым пунктом значилась присяга 7 новых депутатов. Затем, после утверждения календарного плана работы на сентябрь, депутаты принялись обсуждать вопросы в рамках раздела «Разное». Несмотря на то, что регистрацию прошли 92 депутата, в зале было достаточно пусто. Это подтверждают фотографии одного из информагентств. То ли нардепы все еще отошли от отдыха, то ли активно готовятся к предстоящей агитационной кампании. Но перед выступлением депутатов из процедурного микрофона выступила парламентарий Наталья Никитенко. Она попросила рассмотреть ее предложение о внесении в повестку дня слушания отчета правительства о расходах. По словам депутата, государство берет очень много кредитов, и, наверное, каждый парламентарий хотел бы услышать, куда и как все средства будут израсходованы. Во-вторых, за мое предложение проголосовало 47 депутатов, при зарегистрированных 84. И в соответствии с 78 статьей регламента Джоуркенеша Кыргызской Республики, часть 2, по процедурным вопросам решение принимается большинством голосов. Это процедурный вопрос. 83 статья регламента также, часть 1, пункт 4. Далее выступил нардеп Дасан Бекешев. Он затронул всеми обсуждаемую тему об онлайн-обучении. По мнению парламентария, онлайн-образование как в школах, так и в университетах не дает никакого эффекта. Депутат добавил, что родители недовольны тем, как оно проводится, особенно для начальных классов. Более того, по словам Бекешева, несмотря на онлайн-образование, во многих школах собирают деньги на ремонт школы, общественные фонды, классную копилку и не только. В университетах онлайн-образование также идет, но, к сожалению, там не было предоставлено никаких скидок по контрактному обучению. Еще хотел отметить, что онлайн-образование для медицинских факультетов оно практически невозможно. И здесь надо опять же пересмотреть решение правительства. У меня большая просьба, это очень насущная проблема граждан, по которой они обратились ко мне. Родители детей, страдающих сахарным диабетом, бьют тревогу. Они обращаются с проблемами, которые возникли во время карантина. Из-за ограничительных мер некоторые не могут купить нужные лекарства, а другие потеряли работу и возможность кормить семьи, заявила в свою очередь народная избранница Айсулу Мамашева. Она призвала правительство не забывать о других больных и их потребностях тоже. У меня огромная просьба к правительству изыскать деньги, покрыть полностью получается эту необходимость для сахарных диабетиков, потому что там очень много каких вещей нету. То же самое касается Национального центра онкологии. Из-за пандемии, к сожалению, затянулась установка и завоз оборудования линейного ускорителя. Эту ситуацию тоже надо взять под контроль и поскорее установить оборудование и начать работу. Как всем известно, уже завтра в стране стартует агитационная кампания, и в связи с этим депутаты приостановили работу до 2 октября. Постановление принято сегодня. Турага Дастамбек Джумабеков отметил, что это будет честно перед лицом избирателей. Большинство парламентариев баллотируются в 7-й созыв, и чтобы они не использовали трибуну для агитации, лучше сделать перерыв в работе, провести время, встречаясь с избирателями на местах. Нардепы согласились. Аида Матбекова, Ернтюм Миралиев, Нью ТВ.